Возвращаясь из длительной командировки в Оренбург, Пушкин писал жене: «Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я так сердит сегодня, что не советую Машке, старшей дочери, капризничать и воевать с няней. Прибью». Всего в библиотеке Пушкина было 1709 названий. Известно, что поэт всегда нуждался. У Александра Сергеевича были огромные долги из-за карточных игр. Однажды он отдал весь свой гонорар за год работы в «Московском вестнике». Поэт плохо играл в карты, но не мог противостоять соблазну. Пушкин чуть ли не ежедневно посещал книжные лавки и тратил значительные суммы на покупку книг. В течение одного месяца 1836 года, когда нужда особенно давила поэта, он истратил на книги 16 июня 58 рублей, 18 июня 199 рублей, 20 июня 5 рублей и в тот же день в другом магазине 68 рублей, 23 июня 40 рублей, 25 19, 2 июля 316 рублей, 7 июля 16 рублей, 8 июля 9, 17 июля 27, всего 758 рублей вот за месяц, да? Это была по тем временам значительная сумма. И мы еще более ощутим ее, если познакомимся с сохранившимся листком из прихода расходной книжки Пушкина, в которой поэт ежедневно отмечал свои мелкие расходы. 8 марта сего года, да, вот 1836 года, выйдя из дома, Пушкин, например, израсходовал на извозчика 40 копеек и на булку 6 копеек. Там все в рублях было, да, а тут в копейках. 18 марта на извозчика 15 копеек и на яблоко 5 копеек. 30 марта на извозчика 45 копеек и на свечи 25 копеек. Всего в течение месяца 39 рублей на мелкие расходы и 758 рублей на покупку книг. Весной 1819 года Пушкин начал готовить первый сборник своих стихотворений. Их накопилось много. Имя поэта уже было известно, и он решил выпустить сборник по подписке. Поэт отпечатал подписные листы и, всегда нуждаясь в деньгах, принял даже от друзей и знакомых 340 подписок. Рукопись уже была готова к печати, когда весной 1820 года Пушкин и его приятель, основатель общества «Зеленая лампа» Никита Всеволодович Всеволожский встретились за карточным столом. Неизвестно, была ли у Пушкина с собой в тот вечер тетрадь подготовленных им к печати стихотворений, но в азарте карточной игры он полупроиграл, полупродал Всеволожскому эту рукопись за 1000 рублей, из которых 500 шли в счет карточного проигрыша, а 500 поэт получал наличными. Всеволожский приобрел таким образом право на издание сборника, и Пушкин был уверен, что тот издаст его. Тетрадь эта получила название «Тетради Всеволожского». Весной 1820 года с объяснением вины поэта несколько поэтических пьес и особенности же одна на вольность обратили на Пушкина внимание правительства. Александр Сергеевич получает 1000 рублей на проезд, до места назначения 6 мая выезжает из Петербурга в Южную Ссылку. Предполагая, что, может быть, Всеволожский уже издал его стихотворение, 27 июля 1821 года Пушкин пишет брату Льву: «Постарайся свидеться с Всеволожским и возьми у него на мой счет число экземпляров моих сочинений. Экземпляров 30. Скажи ему, что я люблю его, что он забыл меня, что я помню вечера его, любезность его». Пушкин пишет друзьям одно письмо за другим. «Ветреность моя и ветреность моих товарищей наделала много беды. Постараюсь увидеть Никиту Всеволожского, лучшего из минутных друзей моей минутной молодости. Напомни этому милому, беспамятному эгоисту, что существует некто А. Пушкин, такой же эгоист и приятный стихотворец. Он и Пушкин продал ему когда-то собрание своих стихотворений за 1000 рублей ассигнациями. Ныне за эту же цену хочет у него их купить». Самому Всеволожскому поэт пишет в конце октября 1824 года из Одессы: «Не могу поверить, что ты забыл меня, милый Всеволожский. Ты помнишь Пушкина, проведшего с тобою столько веселых часов? Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? Я раскаялся, но поздно. Ныне решился я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов. Большая часть он их ниже посредственности и годится только на совершенное уничтожение. Некоторых хочется мне спасти. Продай мне назад мою рукопись за ту же цену. Деньги тебе доставлю с благодарностью, как скоро выручу». Лишь 13 марта 1825 года Пушкин получил через брата Льва возвращенный ему Всеволожским тетрадь стихотворений.
На протяжении 2 дней поэт работает над сборником стихотворений, вносит правки, уточняет названия, вычеркивает одни стихи, вписывает новые, распределяет стихи по жанрам, готовит их к печати. 30 декабря 1825 года сборник стихотворений Александра Пушкина вышел наконец в свет. Он помечен был 1826 годом. В нем помещено было 17 элегий, 24 стихотворения, 21 эпиграмма, надписи, 12 подражаний древним, 16 посланий, 9 подражаний Корану, всего 99 произведений на 192 страницах. Сборник был выпущен тиражом 1200 экземпляров, по цене 10 рублей за экземпляр. Он явился первым изданием стихотворений Пушкина. До этого были изданы поэмы «Руслан и Людмила» в 1820 году, «Кавказский пленник» в 1822, «Бахчисарайский фонтан» в 1824 и первая глава Евгения Онегина в 1825 году. Пушкин умирал рядом с кабинетом гостиной, собрались его близкие друзья, поэты и писатели. Состояние его ухудшалось, он попросил привести детей, благословил их, попрощался с ними. Друзья и книги, обернувшись к книгам, Пушкин тихо промолвил: «Прощайте, друзья». Ну, вот такая история. Давайте начнем наш первый блок «Природа». Поэт, описывая природу, олицетворял ее, очеловечивал, делал живой. В его поэзии описание природы всегда занимали почетное место после любовной лирики. Он открывал для читателя удивительную прелесть пейзажей, средней полосы, хрупкую красоту природы. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернее, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро», 1829 год. У каждого человека есть любимое время года. Для творческого же человека природа часто является источником вдохновения, дарующим массу позитивных чувств и впечатлений. Одним из таких человеков и друзей я могу назвать Марию Винокурову, которая очень хорошо рисует пейзажи, весенние пейзажи. Сейчас она выйдет и расскажет о себе немножко. Позвольте представиться, меня зовут Мария Винокурова, и я пишу стихи и рассказы 6 лет, и там, в основном на своем родном языке, на якутском и иногда на русском языке. Сейчас я прочитаю свои стихи собственного сочинения. Облака знают о мечтах и умеют медленно летать, а тем ближе высота, тем яснее видно красота. Не бывает тот ровик за рукою, они всего лишь весь туман, а в мечтах пышные облака все умеют даже поднимать. Облака все знают о мечтах и меняют в солнечных лучах, говорят красивые все цвета на рассвете, как морской пришел. В тишине валяю дурака, я шепчу, поверила сама, а в мечтах мудрые облака все умеют даже понимать. Перевод этого стихотворения. Bulutlar nağallık uluslar, bilen min bağatınağın. Bulutlar bu bağıtı geleret, namını geleret oğdağı. Oğlu uyanat eğiyle, tebeber oğurun görevin, tunalgan tumanlı gögeğines, bulutı min tutan ılargın.
Спасибо за внимание. И вот еще вот от имени членов Яро Аят, ну, как благодарность Диане Викторовне. Ой, спасибо большое. Вот недавно, давайте еще об истории нашей группы. Недавно наша вот молодая группа Айрат Патаргастара расформировалась, и у нас появилась новая группа на якутском, для пишущих ребят на якутском языке. Айрат Алгастах Куяра, потому что мы хотели все наши группы приурочить, сделать ближе к НКО нашему, который существует. И русскоязычная группа тоже переименовалась, и поэтому у нас сегодня, как вам это сказать, посвящение. Русскоязычная группа переименовалась на Вселенную творчества Аярт. И хотелось бы позвать на сцену Эдуарда Корнилова. Да. Это камера. Добрый вечер, дорогие друзья. Чудесный, добрый бум, да? Да. Я слышал, ты мне говоришь. Ничего страшного. Сахат, ты увидели тех багарамым, ким доверяет. Вивере тех анаган тереме. Ну, в общем, я родом с Алёкмы. Мне очень много крови всяких разных. Но я-то себя чувствую, как бы в душе-то я саха, но пишу по-русски. Потому что школа, детский сад, все по-русски. И поэтому, видать, может быть, сверху, свыше дали мне вот такое, как бы, возможность писать на русском языке. После ковида у меня стало с памятью маленькая плоховато, и со зрением. Я буду читать, ладно, со своего сборника. Так, куда можно? Давайте. Ну, у меня как бы лирика моя переплетается с любовью. Там, в общем, женщина любимая, она стоит как бы в лоне любимой природы, и это все, она переплетается. Вот этот стих я написал, как бы посвятил своей жене и назвал его «Азиатка». Как она целует меня сладко на заре блаженных летних дней, милая, родная азиатка, нежная, далеких кровей. Как она встречает у порога под дождем промокшего меня. Я одежду сбросил, спросит строго: не сидится, что ли, у огня? Для меня она всегда загадка. Мне она жена и близкий друг. Как она смеется, азиатка, так светло становится вокруг. Мне она роднее всех на свете, я любовью болен лишь к одной. Я пропал, попавшись в ее сети, ловко приготовленных судьбой. Все у нас по жизни будет гладко. Снег ли, ветер или дождь опять. Как она целует меня сладко. Не понять вам это, не понять. Спасибо. Ну, я пытаюсь кратко обрисовать, как бы сказать, небольшим объемом слов, обрисовать как бы ситуацию. И я вот написал короткий стих о 3 женщинах. Нежная, добрая, склеена, сложена,
музыкой сложную мир бытия. Убрано, стряпано, боли все спрятаны. Кто эта женщина? Мама моя. Пахнет загадкою, в соль кладет сладкая, тихая, шумная, ты не одна, смелая, верная, любит, наверное. Кто эта женщина? Это жена. Светлая, тонкая, дождиком звонкая, брови, реснички, глазки, как ночь, годы зеленые, ночи бессонные. Кто эта девочка? Папина дочь. Так. Ну, я писать начал с 17 лет, когда начал писать стихи, но они были нестандартные, как бы не удерживал я стихотворные размеры, уходил вообще, начинал как бы про одну писать, уходил в другую тему. И пока у меня не появились хорошие мои учителя, это Петр Петрович Бернов, алепинский поэт. Он 40 лет был редактором газеты «Алеппо». Ну, тогда была «Знамя октября», потом стала «Алеппо». И Татьяна Валерьевна Емельянова, алепинская поэтесса, которая меня, можно сказать, с 12 лет она начала мне прививать любовь к поэзии, к литературе. Ну, как бы сумела меня как бы переделать. Я был очень хулиганистый. И там учителя уже махнули на меня рукой. А вот эта поэзия, литература, она как бы... Облагораживает. Да, можно сказать. Ну, я еще могу прочитать, да? Конечно, можете, ага. Так. Сейчас. Я пока... Стихотворение так и называется. Здравствуйте. Одному в ночи не спится, одному, поверь, поверь, в юго белое стучится колокольчиками в дверь. Про полночную тревогу забываю я, мне жаль, сыпет звезды на дорогу синий ветреный февраль. Заплутало где-то счастье среди нехоженных дорог, все зовет ненастья нелюбимой на порог. Белый дым над крышей вьется, не уснуть чего-то жаль. За окном всю ночь смеется синий, ветреный февраль. Одному в ночи не спится. Что же будет впереди? Ничего не возвратится. От того болит в груди. Или вот такой стих я когда написал. Жена очень была сердитая. Я не знаю, может, и ее подружки там сказали. Нельзя такое стихотворение писать. Он называется «Склероз». Оригинально. Ветер рощицу обидел, потрепал и скрылся в мрак. Я такой где-то видел, но не помню точно, как дождь всю ночь стучал по крыше, колошматил по трубе. Я такое тоже слышал, но не помню точно где. Она кричит мне: ты неверный, с тобой жить мне ночи нет. С этой женщиной, наверное, прожил я, но сколько лет. Сам смеюсь над собой, хохочу, не пряча слез. Хорошо живет со мной замечательный склероз. Спасибо вам. Подождите. Ага. От имени Ероа Тияя. Ага, Монголия. Ага, вот. Благодарность, Ручка. Ага, пишите еще. Может, я еще прочитаю? Конечно, Можете А прочесть. то вон, девушки пришли, они не слышали. Да. Ну, ради девушек, конечно. Да, конечно. Так, я вот тут метил их все. Так. Я стараюсь писать про все, как бы, да. Я 30 лет живу в своей квартире, гляжу в окно и вижу лишь тайгу. Но почему зима в родной Сибири так много месяцев? Я толком не пойму. Я про валенки забуду и фуфайку, и билет возьму до теплых островов. Я уеду на Ямайку, отдохнуть от сильных холодов. Говорят, что зим там не бывает, и никто не верит в гололед. Почему там снег весной не тает? Да потому что лето — круглый год.
Я вечным летом стану наслаждаться, и в теплом море тело засолю. Под звездным небом буду я валяться, жизнь вспоминая грешную свою. А если надо, я куплю все розы, и местным дамам их начну дарить. Им расскажу про синие морозы, вдруг кто-то к нам приедет погостить. Я думаю о той прекрасной рыбе, которая была в рыбе на утро. Я каждый день мечтаю о Карибах, в таком далеком северном краю. Судьба меня закрутит словно гайку, я вам всем по правде говорю, не то, что меня отпустит на Ямайку, ответьте мне aloma.ru. Спасибо большое. Ой, навис теперь, простите. Сейчас мы его вообще не отпустим. Якутяночки-то я вот это... Давайте, раз уж блок про Пушкина пошел, пока Эдуард Корнилов ищет свои стихи, я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Хорошо. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей гасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Александр Сергеевич Пушкин, я вас любил». Вот молодец, Саша. И вот это якутяночки я написал давно уже, Игорь Петрович сложил, как бы, наложил туда музыку свою. И эта песня звучала много раз очень. Не боятся снега и мороза грозного, якутянки, эти дочки неба звездного. Нипочем им даже лед и вьюги белые, потому они и сильные, и смелые. Якутянки, якутянки, якутяночки, не француженки они, не испаночки, а свои, родные, близкие и нежные. Королевы севера, королевы снежные, перед нами меркнет солнышко, перед вами меркнет солнышко рассветное. Красота у якутяночек приметная, расцветет в глазах и в линии, и в мороз добрый дух таежных речек и берез. По утрам готовят вкусные оладушки наши мамы, жены, сестры, наши бабушки. Оттого такой влюбленный с позаранку. Свою нежную целую якутянку. Ну и все вот. Можно я? Я от имени палаты номер 6, у нас такое общество есть, Игорь Петров там у нас, и он сложил там песню на эту. И вот такой символичный, чтобы песни твои складывались на всех музыкальных инструментах, такую вот наволочку. Классно. Поздравляем. Еще вот послезавтра он долгую дорогу до Алёкмы на своей машине новой. И он успел Лонграузер, да, нас. купил. Ага. Вот, чтоб вдруг там сменная. Вот, Ага, спасибо сменные большое. перчатки. Ага. Большое, что я очень там свои, как бы, ну, любимые люди, друзья, я очень люблю их. А как ее уважаю. назвали палата номер 6? Потому что мы в 2018 году выступали на фестивале бардовской песни и поэзии в Тамоте. Там сдружились все. И как бы думаю, как же мы назовем-то свою группу там, палата-то номер 6. Ну, вот. А это же у Достоевского, у кого там палата номер 6, где психбольные лежат. Островский или Достоевский? А, ну барак был, да. Детский барак, это как бы не барак, а пионер-лагерь, да, в Тамоте. И там шестой был, ну, как бы не отряд, а вот это вот. И тогда решили назвать палату номер 6, но это вот с таким намеком. Ну, понятно. Это всех касается. Ну Творчески. да, и вот шуточные стихи бывает тоже пишу там. Ах, как идет улыбка на лицу, мне говорили 30 лет назад. И в юности меня били по лицу, а нынче все по морде норовят. Вот я еще хотел.
Я вот хотел сборник свой предъявить на усмотрение. Ага. Ага. И вот Диана, Спасибо большое. сами Ага. выберите кого. Если надо будет, у меня там второй еще есть, я могу поделиться. Да, ну сегодня приз зрительских симпатий выберут сами зрители. Ага, надеюсь. Ага, и вот эту книгу подарю человеку, который сегодня намного лучше рассвоится. Давайте я еще вторую принесу. Ага, хорошо. Разбавить. Для НКО. Ага. Вторую для НКО. Будем таскать по выставкам. У меня такая, ну я сама же ростом маленькая, а у меня там целая группа 100 с лишним человек. Целых несколько групп. И получается, у меня такой почти ростом с меня рюкзак, там и книги, и все на свете. И я такая хожу вот такая кое-как, еще в каблуках, еще ниже становлюсь, еще в каблуках, и такая... Ну, разные курьезы у нас в группах случаются. Ага, я такая принесла такую книгу, да, на выставку, и сама такая довольная стою, а никто не смотрит, да? И такое бывает. Ага. Да, я в больнице работала много лет. С этого года работаю в литературном музее. Давайте я немножко расскажу о себе, да. Я сама с Липецкого улуса группу создала, ну, почему, скажете, да, я тоже в детстве очень много любила писать, и палата номер 6 мне тоже понятно, потому что я в школе думала, что я одна такая странная, что пишу что-то там, еще сочиняю песню, да, ой, надо бы спрятаться, чтобы меня никто не видел. И я никому не показывала на самом деле свои стихи и начала писать только потому, что у меня дядя сам музыкант. Ага, я так хотела петь, но голоса, конечно, такого, чтобы стать звездой, да, певицы или кем-то у меня не было, но я сочинила несколько песен. Вот, ну, вы их, наверное, потом где-то слушайте, надеюсь, ага. И на этой прекрасной ноте я приглашаю совсем нового, свежего члена нашей группы, Джулстана Иванова. Прошу любить и жаловать. Мы его еще не видели, но он уже активный. Ага, вот так, микрофон есть. Ага. Давайте поддержим аплодисментами еще раз. Так, ну, во-первых, извиняюсь за свой внешний вид. Производство травмы было неделю назад. Так, итак, с чего начинаем-то? Сначала, ладно? Ага. Ну, расскажите о себе сначала немножко. Сначала. Давайте познакомимся. Как вас Меня зовут Иванов Джулстан Михайлович. Я по образованию инженер-энергетик. Работаю уже, ну, с собой уже вышел, работаю, открыл сам ИП, занимаюсь электролабораторией. Там в стройках, на общественных зданиях, там, провожу измерения, в каком состоянии находится электролаборатория. Так, начал писать 2022 года. Ну, совсем недавно, получается, да? Недавно начал писать. А почему? Причину можете сами озвучить? Да, возможно, так и говорят, это, ну, волна результата пандемии, о том, что Волна творчества. Мы все дома сидели, закрытые в себе, как бы, да. Угу. Зато открыли себя, да, получается? Да. Можете прочесть? Стих называется «Великая тишина». Молодым необходимо усилие учить закон, по которым движется ветер самой судьбы. А родителям умение к терпению дослушать все их симфонии. А к пожилым, впитавшим в себе все соки горькой правды, не нужны ни законы, ни симфонии. Они все уже на стадии смирения к великой тишине.
Благодарим. Давайте вот про карму, да? Сознание. Сознание в просторах нано-квант альфа-частиц, всегда имеющее во времени только единственно неповторимо верный вид. Прошу, узри свои предстоящие неизвестные формы от всех времен и глаз укрытые. Тут многоточие. Прошу, будьте благосклонны, боги, череда событий. Мне и таким же, как и я. Мы осознаем, что неизбежно время отвечать за наши вчера. Так, ну и про любовь, да? Да, блок давайте продолжим про любовь. А у нас блоки все перемешались, но ничего страшного, да? Ну, сказали сначала, а потом... Ну, ага. Я сама разрешила. У нас палата своя. Да, Давайте. да, это как-то хаотично получится. Так, любовь. Любовь – это духовная близость, привязанность или страсть. Может, это неодержимый нами наш программный гегемон из древних времен, как высший закон. Или это измурный сон, где чудо на века испокон, где последний легион покидает великий Вавилон, чтобы ожил волшебный эмбрион. И наши души, нежно собирая около ворот самого рая, лаская, как голос неземной, любя, не отпустит уже никогда. Она, как пустая мольба, и на все слепа, и этот мир нам уже не нужен без тебя. Так, стих, как я назвал, «Дама Черви». Так. Нет. Нет. Так. Она проста, красива и умна. Ее глубина в эмоциях покорена. Ее мир, как тонкая мембрана, нежна и хрупка. Ее ошибки, неудачи в словах, ну как всегда. Ее недостатки в ее отражении себя. Ее мысли – это бесконечные варианты всего, чтобы добиться лишь одного. Она в курсе всего, если даже тема не про нее. Ее характер – это уже неизвестные ноты. Ее проблемы – это неизведанные горизонты. Ее жизнь – это разные роли и волшебные гастроли. Ну, про мою любовь, естественно. Актриса, что ли? А? Актриса она? Нет. Давайте я могу оставить по себе. Волшебные гастроли. Так. И стих называется «Забытая картина». Знаешь, возможно, это была наша ошибка. И все же, вспомни, с какой же инициативой мы, как в том романе, сыграли все свои роли, словно на холсте пушистой, кистями в эмоциях, красками, в характерах, писали нашу картину в настроениях различных, с любовью взаимной
и в эмоциях чистые. С миром, который считали иногда несправедливой, и со слезами стирали так необходимые нам детали, с обидой хранимой, тайной до конца не раскрытой, пишу я эти строки на нашей картине, но уже разбитой и нами давно позабытой, и нами давно позабытой. Так, ну и в заключение хочу сказать, да, куда бы вы ни держали свой путь, и куда бы вы ни торопились, никогда не забывайте уделить свое внимание и свою любовь своим близким. Ведь только тогда вы сможете понять, что, возможно, вам никуда не нужно ехать. Простыми словами, любовь всегда требует внимания, нежности, ласку и заботу. Чтобы понять истинный смысл этих простых слов, нам всегда необходимо в больших пропорциях сначала их в себе принять. И все-таки только любовь и сострадание к другим в силах этот мир сохранить. Любите себя, любите других, ибо весь мир любит вас. Спасибо. Так, начинаем третий блок «Жизнь». Много говоря о любви, Александр Сергеевич не мог обойти стороной и более серьезные философские рассуждения о сложности жизни и о трудностях, с которыми можно столкнуться. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, в день веселья верь, настанет, сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин. Если жизнь тебя обманет. 1825 год. Лирический герой Пушкина настроен оптимистически, и таким образом автор через свое произведение передает это настроение читателю. Делится главной мыслью: в жизни всегда есть место хорошему. Выступает на сцену приглашаю Наталью Иванову. Она автор книги «Я выбираю жизнь». Очень потрясающая мама, очень вкусно готовит, и практически вся республика пробует ее вкусности. Вкусняшки, тортики. Рекламная пауза. Не надо об этом говорить. Добрый вечер всем. Поздравляю всех с этим замечательным днем. У меня вот такая книга. Мы ее выпустили уже в каком? 22-м году, да? И получается, эта книга заняла в Москве как лучшее издание на нашем регионе, на Дальнем Востоке. И вот она заняла первое место, она про жизнь. Здесь очень много стихотворений и коротких рассказов именно про жизнь. Но я сегодня не хочу читать отсюда отрывки, я сегодня хочу тему такую актуальную поднять. Именно человек. Жизнь – это человек. Если есть человек, значит есть жизнь. И именно на фоне таких современных тенденций, когда очень много сейчас развито социальные сети, мы как-то уже подзабыли о истине, которая именно человек изначально несет. И хочу вам прочитать одно мое стихотворение. Человек не модный, человек очень полный, человек простой, не харповый, абсолютно рублевый, не валютный, не фильтрованный, не заретушеванный.
не дива и не дивный, зато такой особенный, жизненный, настоящий, мечтающий, а в основном приземленный. Не знает толком много чего, языков не знает, например, ни космоса, ни ядерной физики. В общем, и родной-то язык может и не знать. Не будем лукавить, ни лингвист и не полиглот. Далек от политики, экономики и так далее. Не крутой и не гламурный, не стервозный, точно не полетит в космос, как Гагарин. Но человек в беде не оставит, руку помощи всегда протянет. И в радости за рюмочкой чая достанет юмор и шутки. Может плечо подставить и жилетку, если вдруг решит душу излить и поплакать. Человек может быть разным, не особо одаренным, неприятной внешности, не модельной стройности, но человеком быть здоровым, надежным, достойным, пристойным и счастливым. Это, по-моему, самое лучшее, что может быть с человеком. Можно еще стихотворение? Ой, да? Пока Наташа читает стихотворение, найдет стихотворение, да, хочу поблагодарить тех, кто пришел сегодня. В конце этого блока мы откроем открытый микрофон, свободный микрофон, вы можете подойти и прочитать свои стихотворения. И будем беседовать, знакомиться друг с другом, да? Записываться не надо. Там просто руку поднимите, выйдите. Когда свободен будет, подойдете. Я еще одно стихотворение прочитаю. Жизнь — это семья, это дети, и это всегда хорошие отношения. Ну, для меня, да, меня это ассоциируется. Я твоя жена, мать твоих детей. Береги меня дома твоего. Твой маяк надежды, свет в окне, где ждут. Путеводная звезда твоя. Ты мой муж, отец моих детей. Ты хранитель дома моего. Ты мой путь, моя опора и стена. Самый главный человек. Мы семья, мы жизнь в огне. Самый в нашем доме целый мир. Мы начало, мы исток, мы и наши дети. Спасибо. Я хочу позвать вас на сцену. Марину. Марина тоже с прошлого года в нашей группе, она прочтет свои произведения. И расскажите о себе немножко. Да? Меня зовут Мяцева Марина. Я выпускница колледжа культуры и искусства. И так получилось. Вообще в детстве я хотела в МВД поступить, так как у меня дедушка почетный ветеран ГАИ, но мне культура ударила в голову и пошла я совсем в другую сторону. И как я начала писать стихи, у нас знаменитая самая нашей республики женщина, голос нашей республики, Сардана Николаевна Федорова, у нас преподавала сценическую речь, словесное действие. И тоже как, как сказать, как контрольные у нас были такие задания, как это 10 стихотворений любых поэтов,
Серебренникова на выбор, читаем наизусть и рассказываем. После этого уже мне в душу села муза. Ну, да, и немного на эту тему. Тьма придет, окутает наш равнодушный город. Но к этому мы все никак не отнесемся. Но все равно в сердца проникнет тот унылый холод, бесчувственно он к нашим душам отнесется. А в это время ждать рассвета молча буду, сложив тетрадь и ручку рядом со свечой. И эту ночь я ни за что на свете не забуду. И не забуду этот дивный мрак ночной. И не забуду музы нежное прикосновение. И не забуду, как светила мне звезда. Та тьма навек мне в душу поселила вдохновение. И не уйдет оно оттуда никогда. Спасибо. И еще стихотворение. Я в основном на русском пишу, но у меня есть одно стихотворение на якутском языке. Называется «То». То. Почему? Почему? То билбәппит. Кимді хатаны пейтир кағу. То бігігім ғараханағанылып. Кағалқатағу олақ құтсуға. Олақ тен ғарахан үрейті. Олақ тен бүппәт бұстыватса. Бұл олаққа санабытыға. То ден еті қағында бүппәт. И потом уже спустя несколько лет я сидела, листала свою тетрадку и перевела это стихотворение на русский язык. Почему? Ответь же мне на этот непростой вопрос. Почему у нас в судьбе есть доля радости и слез? Почему не проживешь в этом мире без хлопот? Никогда из нашей жизни вопроса так не уйдет. Спасибо, Марина. Еще, Сергей, можете о себе немножко рассказать? У нас есть прозаик, но поэзия все равно в каждом слое. Так что знакомьтесь с нашим Сергеем. Он очень хорошо пишет прозу и фантастику. Здравствуйте, меня зовут Ли Сергей Александрович. Я пишу уже 12 лет. Сейчас посмотрю. Со стажем? Да. Ну, я начал сам издат выкладывать в интернет. И я так больше сетевой писатель был. Несколько лет назад мне начали, предложение пришло от АСТ выпустить книгу. И у меня сейчас серия идет на АСТ, 2 книги сейчас они выпустили. И так что я уже не только сетевой писатель. АСТ Ленинград. Издательство. Да. Они в основном фантастику выпускают. Такого плана. Развлекательно. Вот. Ну что я могу сказать? Я местный кореец. Можно сказать, малочисленный тоже народ. Конечно. У меня в детстве были проблемы с русским языком в плане правописания. Из-за этого я пошел в физмат, учился в ЕГУ на физико-техническом институте, факультете. Но потом меня это все-таки начал писать, решил хоть так решить проблему. Скажу, не решил проблему, редактор решает проблему. Но писать понравилось, и с тех пор не остановить, как говорится. Да? Сейчас полностью занимаюсь творчеством, продаю книги в интернете, там есть специальные площадки, которые там по главам можно книги продавать за комиссию, такие вещи. Кстати, не умеем вообще зарабатывать, да? Многие, те, кто пишут. И, когда-то хорошо, когда-то не очень. Пытаюсь двигаться в этом направлении. Очень хорошо, интересно. Вот. И что могу сказать?
творчество – это такая вещь, которую ты пишешь, потому что ты не можешь не писать, да? Я думаю, многие понимают. И хочется, конечно, чтобы больше людей твое творчество увидело, оценило, как-то это... Ну, хоть какие-то. Да-да-да, заработать, пряники, наверное, да. хочется. Но не всегда получается, но когда получается, это классно. Вот. Никогда не пробовал стихи писать? Пробовал, но у меня не очень получаются стихи. На какую тему фантазируете? Ну, я сейчас пишу в основном такое, что в моде, что в тренде, что покупают, А что читают. Развлекательная фантастика. Ну, кто там, что они делают? Убивают? Обязательно. Обязательно. Без этого никак. Или как вот проект, да? Изменение, что? Конечно, у меня есть... Откуда это черпается? Как? Да, интересный вопрос. Помните, вот когда это про луч лазера фантастика была? Да. А это же гиперболарки инженера Каренко. Да. Но это же вот в любом случае информация откуда поступила, что такое мы. Вам, наверное, тоже из космоса Вселенной слушали? Ну, иногда приходят, да, интересные сюжеты, интересные эти. Вы что, спите, просыпаетесь? Ну, и сны интересные снятся, да. Иногда приснишься, что, господи, можно эту книгу написать по одному только сну, да, если вспомню до конца. Да, кстати, я тоже все рассказы, повести, что у вас, романы. У меня серии сейчас книг есть, фантастических романов, есть повести, есть рассказы. Ну, в основном я сейчас пишу, да. Ну, это его хлеб. Иногда бываю там, устраиваюсь на какую-то работу на полгода, там на год, чтобы отойти немножко. И потом возвращаюсь всегда. Ну, работать. А еще зарабатывающего, да? Да. А для нас это... О. Так что, если что, можете в интернете набрать, посмотреть, какие книги. У меня гордость теперь, что у меня, вот, которые вышли в печать, их теперь можно заказать по Wildberries. Вообще я удивился. Да. Очень удобно. По Wildberries. Аудиокниги тоже есть, да. Классно. Да, потому что вот, когда издательство, например, берет книгу, у них есть коллаборация с Литерсом. Они делают сразу же электронную книгу и аудиокнигу. То есть на Литерсе можно уже под подписки, можно там по бюджету. В Россию въехали? Нет. Еще не начал. Пока что такой большой известности у меня нету. Ну, как это, в узких кругах известен. Среди фантастов, да? В фантастических кругах. Так, пока нет. Ну, надеюсь, после этого вечера тебе будут знать. Я спрашивал, говорят, слишком много, дорого. Слишком дорого. Фантастику очень дорого снять. Да, фантастику, конечно, Повести дорого. там намного проще обычно. Ну, сейчас вроде у меня вот тоже пришло предложение, интересное тоже. Предложили написать книгу для фильма. Да, не сценарий, она как бы... Нет, сценарий дали. Такой. Нет, на основе этого сценария написать книгу, которую потом можно будет экранизировать. Вот у меня там застрял немножко сейчас, пока еще не дописал. Но идея интересная. И там своя заявка, конечно. Какие персонажи должны быть, какие сюжетные. Но вас это привлекает работать, вот, когда вас как бы заставляет? Я как эксперимент... Процесс это же свободный. Да, все равно, когда... Во-первых, опыт, а во-вторых, шанс. Да, а во-вторых, да, еще заплатили, кстати, да. И, можно написать, почему нет? Все равно свои идеи, свои перерабатываешь, и это все равно уже твоя книга. Основное это Да.
Ну, я пробовал писать тоже с автором. Тоже так расписываешь там сюжеты, и потом он пишет так. По сюжету. Тоже интересно. Ну, готов к экспериментам пока. Еще не закостенел, да. Так, еще какие-то вопросы? А? Возраст девичий. Да, не говорите. Спасибо. Ага, все. Благодарю, Сергей. Ага. И объявляю открытым четвертый блок. Продолжение сегодняшнего вечера мы объявляем. Есть желающие? А вот он уже вне очереди сейчас первый будет изучить. С утра жду. С утра жду, ага. Это мы опоздали. Я немножко о себе расскажу, чуть-чуть. Ага, хорошо. Ты где родился? Я умудрился родиться в Грузии. Ага. Не знаю, что там мать делала. Родила меня и уехала. В школу я пошел в Казахстане. Заканчивал в Венкии. После Венкии приехал в Якутию. Там женился. Там все сразу. Жизнь, можно сказать, удалась. 20 лет на тракторах работал, 20 лет на машинах. Потом ушел на пенсию и пересел на краны. И вот с тех пор до сегодняшнего времени на кранах работаю. На пневмокранах, автокранах. Очень много ездил по Якутии в основном, потому что работал я только в Якутии. А писать я начал, когда мы жили в Ленске. Я 3 месяца ждал супругу, когда она приедет. И что-то на меня нашло, я начал рифмовать. Сперва просто рифмовал, потом все лучше, потом пошел. Мне самому очень понравилось, как я пишу. Я пошел в литературное объединение «Фламинго» Ленское. Да, слышала. Там москвитин послушал мои 2 стиха, сказал: иди отсюда, это вообще не стихи. Я ушел, через день пришел, принес другие стихи. Он послушал, ничего не сказал, дал мне книжку, как писать стихи. Что такое ямбы, хореи, что такое рифма и ритм. Все должно было быть. Вот с тех пор я начал потихоньку. Так у меня стихотворение в 4 сборниках «Фламинго». Есть, потом есть сборник сказок, благодаря Эдуарду выпустили в издательстве «Сфера» в Якутске. У меня сказки, 8 сказок в стихах. Класс. А так, очень люблю юмор. Писал и про любовь, конечно, но как-то не так получается. С Эдуардом не сравнится, конечно. Валера, что как любит, тот так и пишет. Ты сейчас наговоришь, давайте юморным. Давай. Мы все вместе за столом, без жюри, без разных песен. Сказки слушаем все вместе. Это я к чему? Потому что я очень любил Пушкина. В детстве с 5 лет я уже наизусть знал сказки, многие сказки, сейчас позабывал, помню. Вот эти присказки мне тоже нравились. 3 старушки под окном пряли поздно вечерком. Говорит одна старушка: эх, сейчас бы пиво кружку. Я б с вечера до утра пела песни вам тогда. Да, а мне сейчас венца, я полюбил молодца, закружила в танце жгучем, в этом деле всех я круче. Молвит средняя старушка, вся сухая, словно сушка. Третья тут же поднялась,
укорять, как вдруг взялась. Опять за старое взялись. Вспомните-ка свою жизнь. Подавай вино и пиво, что хмельное и игриво. После пива и венца медные танцы на словца. Ну и работа вся стоит, только времечко бежит. Помню, 200 лет назад мы сидели тоже так. Молоды тогда мы были, что попало, говорили. Был со мной тогда внучок, пером скрипелся, как жучок. Говорят, писал он сказки. Мы давали, мол, подсказки. Одну сказку прямо про нас написал мой профиль глаз. Мы сидели 3 девицы, на одной там царь женился. Родила она ему тут каштанку, тут муму. Не, про каштанку мой Антошка, помню, сочинял немножко. А вот кто такой муму, убить и вспомнить не могу. Не муму, а мумитроль. Вроде был ковбой такой, продавал на базаре тогда то ли корову, то ли быка. Да нет же, все не так же было. Помню, кончилось счастливо, год прошел, как сон пустой. Царь женился на другой. А вот дальше я уж сам-то забываю. А потом пришел Горбун, Черномор, злодей, колдун, и унес прямо со светлицы ту прекрасную девицу. Что ты тупишь год от года? Черномор ведь воевода, и 33 богатыря в тишине, как жар горя. Ты еще вспомни про щуку, что далась Емелию в руку. Да, подруженьки, склероз столько нового принес. Вот ведь помню, что мой дед все рыбачил много лет. А потом, как волной смыто, помню старое корыто, я сижу на берегу, а вспомнить дальше не могу. Да, со мной тоже так же было. Помню, что жили счастливо, а потом пришел Кощей. И все. Не помню, хоть убей. Ладно, хватит болтать. Пора браться за иголки. Наткали мы, хватит. Все на 3 зимы. 3 старушки под окном, прялки спрятали, потом собрали коробку из-под пива и домой пошли счастливо. А теперь можно про любовь, да? Можно. Ну, отношения к любви тоже разные бывают. Я когда в 19 году на берегу Дружбы сидел, смотрел, как молодые выходили, и представляю, как же там, перевести, когда даешь жюри на отборе, сидел, слушал. Вот выходят молодые там, 15, от 15, 20, 30, и стихи читает. Вот он был такой хороший, потом бросил, ушел, вся слезается. Короче, он нехороший. И все такие, 1, 2, 3, 4, друг друга слушают и чуть ли слезы не льют, да. Я вышел, говорю, а что у вас какие-то... любовь, она светлая, это самое. Ага. Пошел в барак. Я почему-то бараками называю вот эти корпуса, пустую палату, На следующий день меня там сочинил такое, это самое, поцелуй, движение тела. Только губы протяни, и вздохнув адреналина, и подругу обними. Все вокруг тебя процессы прекращаются тогда. Над тобой птицы счастья воспарит твоя душа. Воспарит в поднебесье, встретит яркую звезду. В космос вырвались мы вместе, чтобы крикнуть «Я люблю!» «Я люблю!» сказать потише, а потом и промолчать, опуститься чуть пониже, свое тело отыскать и понять, что она тоже в эйфории от тебя взлететь снова. И, быть может, там остаться навсегда. Счастлив тот, кто так целует.
или раньше целовал, значит, он еще летает. Или помнит, как летал. Я это стихотворение положу на музыку, на свою, и за эту песню мне был приз Дорожного радио на гитару дали на том же фестивале. В 19 году. Что случилось? Я не знаю. По тебе я вновь скучаю, и даже не закрыв глаза, я вижу перед собой тебя. Твое лицо. На нем все видно. А становится завидно восторг, смущение, восхищение, твое ответное влечение, эти дивные глаза, которые забыть нельзя. Нельзя. Нельзя нам быть с тобой, а хочется ночной порой пройти с тобой по набережной, обнять тебя слегка небрежно и говорить, шептать, мечтать, или просто вместе помолчать, найти знакомые созвездия, и главное, все это вместе с тобой, одной, навсегда. Но так не будет никогда. Я прошу зато простить, как тебя можно не любить. Люблю, как лучшую подругу, а в душе как будто вьюга. Ну не то я говорю, просто я тебя хочу. Хочу я вновь тебя увидеть, своим хотением не обидеть. Кто виноват тестостерон? Всю жизнь мужчине правит он, а мне бы просто где-то с края увидеть мельком. Я не знаю, как мне все это объяснить, ведь, как ни странно, это жизнь. И эта страсть, это влечение, оно подобно наводнению, то тихо, ровно, гладко все. И вдруг как будто без прибора. И даже повода не надо, достаточно всего лишь взгляда. Ну и открытая душа, а в мыслях как же хорошо. Но поздно, поздно тебя встретил. Я же за других теперь в ответе. Да и сейчас ты не одна, и у тебя своя семья. Ну, говорят, мечтать не вредно. И ты простишь меня, наверное, за правду, за прямоту, за слово корявый на слуху, за то, что ты для всех пример, а я, увы, пенсионер. Так, еще у кого есть желающие? Ага, можете пройти на самое. Хочется почитать про Пушкина стихотворение. Не про Пушкина. Нет, про Пушкина есть. Забыла сказать. Мой творческий псевдоним Эрен Дрозд. Я на пенсии уже, без работы. 12 лет занимаюсь творчеством. Ладно, я все-таки прочитаю сначала стихи, потому что сегодня я думала идти на эту встречу, не идти. Как-то так обстоятельства сложились, что мы все-таки пришли. Я очень рада, потому что открыла для себя троих талантливых ребят. Каждую потрясена по-своему. Фантастику вообще с детства люблю. Это мой человек. Девочка, вот я всех не запомнила, к сожалению, очень артистична. И вообще, вот молодой человек просто философ. Мне все понравилось, честно. А ребята, это мои добрые старые друзья. Берега дружбы. Фестиваль авторской песни и поэзии в Тамоте республиканский проводится ежегодно. Вам, наверное, там пора быть, если вы еще до сих пор не были. Потому что там вы просто зарядитесь, такой возьмете заряд энергии. Потому что я, когда первый раз попала на фестиваль, я уже начала писать. А там просто вот закружил вихрь, энергии, обмен. И после фестиваля, когда я приехала, у меня очень много стихов. Десятки стихов легли на мелодию. Ну, мою такую, простенькую. Но у меня появились песенные соавторы Марьяны Макаровой из Дерина, Алексей Калининский, Владимир Юдигирский. Поэтому вот для творческих людей необходима эта среда. Потому что это такой толчок к развитию. Не знаю, как в прозаическом таком ключе. Но поэты там точно вы запоете, запляшете, и всего 3 дня это идет фестиваль. В общем, я хочу вот когда... Да, ну, самое главное, что это виток. Новый виток в творчестве, и критика полезна будет для всего развития. Поэтому
Приезжайте. Мы там встретимся. Вот Владимир должен идти как-то добраться до туда. Вы же молодые, а мы тоже все такая старая. И я почему-то сегодня думала, что если я решусь выйти сюда в микрофон, то я прочитаю стихотворение про нашу Лену. Потому что для меня самый главный вдохновитель моего творчества, наверное, все-таки природа. Хотя, я не знаю, нет такого, чего бы я не коснулась вот до этого написания. Это всего лишь творчество. Поэтому я себя не причисляю. Просто мне это нравится, я этим занималась. Это стихотворение называется «Ленский ангел заколдованный». Марианна Макаровна написала на нем мелодию, прекрасно исполняет. Мы рассчитывали, что она сегодня будет, и вы услышали, конечно. Но она не пришла, не смогла. Я буду читать. Сон манила река простынью, выстилаясь синей роскошью, и узором волн поюкала, с плеском радужным огукала, и шептала, привечаючи, приласкала, напеваючи, мне уютные простыни, жить-то быть, не зная осени. Просыпаться все по-прежнему, в жизни опять встречаю вежливо. Лена, старенькая матушка, на судьбинушку лохматушку поливает, что не путалась, потихонечку распуталась. Все утихнет в ее ручниках, в цепких жизненных наручниках. К Лене я навек прикована. Ленский атлас заколдованный, его стиль Лена роскошью, выстилаясь, словно матушка мне простыню, чтобы, выспавшись, осилила все, что было не по силам мне. Сон манила река простыню, выстилаясь синей роскошью. Так прямо петь захотелось. Так, сейчас еще Рузик прочитаю про Лену свою любимую. Не надо, тише. Давайте это, мы же так слушали, да? А я еще хотела спросить, вы все время говорили, уже опоздали, извините. Вы говорили, что у вас какое-то творчество, команда, да? Вы прослушали это, можно ли? Давайте, можете ознакомиться. В 2017 году я защищала выпускную квалификационную работу. Тема у меня была поэтическое творчество как форма социокультурной коммуникации. На примере вот этого проекта. И чтобы у меня была база, я открыла группу для начинающих писателей на якутском языке от 18 до 35 лет. Да, чтобы у меня материал был. Я потому что, когда я изучала, увидела, что для старшего поколения группы есть на самом деле. И они сформированы, и даже есть несколько групп, в которых состоят одни и те же люди. Грубо говоря, да? А там единицами сидели в этих группах практически молодые люди, да, которые молча просто наблюдали за старшим поколением. А им же тоже хочется, да, чтобы у них свое пространство было, да. И поэтому я подумала, что все-таки надо открыть для тех, кто не учится, например, как же у них есть сергалявские огни, да? Я не знаю, как туда их принимают, но пока я там училась, только в 2002 году меня приглашали, но я тогда 18 лет, девочка, как-то это стыдно было, стеснялась, и поэтому решила вот удаленные через WhatsApp открыть группу. Да, конечно, будем приглашать. Это же, наверное, не все ребята? Нет, конечно, не все. Это... Через нашу группу прошли около 200 человек. Да, оказывается, очень много. Когда я начинала, там говорили, где-то 10, 20, 50, максимум 100. Ой. А оказывается, еще...
творчество. Да, и все творческие личности, это не считая тех, которые уже стали писателями. Там вообще впечатление, что если не каждый, то каждый второй пишет. У меня лично такое впечатление. Ну, конечно, все интересно. Ну, я еще стихотворение прочитать, если можно. Я родом из Сандар, и вот у нас, когда северный ветер дует, начинается страшенно что. Лена же не всегда бывает ласковая, и я вот не знаю, ну, хотелось, видимо, писать какие-то все вот ее ипостаси, какая она бывает. Но вот одно стихотворение, когда Лена стала страшным зверем, мне мой добрый друг сказал: как ты могла великую Лену, нашу любимицу, кормилицу, как ты могла ее представить страшным зверем? Я понимаю, что это поэтический образ, но это недопустимо к нашей царице. Но, тем не менее, стихотворение стало, но это другое. Вот, именно штормовая Лена. Ой, ты, реченька моя, твою волюшку, сильный ветер налетев, взял в неволюшку. Ой, попалась ты к нему нечаянно, вдаль по платью полетел. Он нарочно подлетел так отчаянно и изорвал подол обрек нелюдь яростный. Вдаль по платью полетел, ох, безжалостный. Ой, как рвет он твое ярко-синее, что с весны-то ты еще и не выносила. И считали по нему насильную, и летит наряд с тебя лоскутинами. Рвется синий, как ткань воды, принаряженной, рьяной, пенной волной обезображенной. Так сильны, длинны, страшны ветроручища. Без сознания ты почти в страхе мутишься. Лена билась на ветру, оголялась вся. Моя душенька совсем истрадалась. Деву юную в реке, ее долюшку углядела на ветру с болью-болюшкой. Ой, ты, Ленушка моя, матерь долюшек, утопи в крутых волнах девы горюшка. Как-то мне кажется, что надо нам все-таки про Пушкина, да, прочитать стихотворение. Ну, мне так хочется, потому что всегда, когда я прохожу мимо Русского театра, я читаю это стихотворение. Но самое интересное, я его учила наизусть, и в школе, и всю жизнь учу, все равно забываю. Вот у меня такая память. Я свои стихотворения помню только те, которые легли на музыку в основном. А остальные как-то... По строчке я, конечно, вспоминаю все, но вот так читать, декламировать, как ребята наизусть, я просто завидую таким людям, у которых есть такая способность, что они могут то, что написали, произвести, глядя в глаза людям, слушателям. Потому что, когда в глаза смотришь, возникает такой контакт, и мне кажется, ты начинаешь вообще прямо, ну, душа в душу разговаривать. А стихотворение, все вы это знаете, конечно. Вот, что в имени тебя моем. Я говорю, стою около театра, читаю его зимой и летом, когда мимо прохожу, всегда плачу, сейчас думаю, наверное, сдержу свои слезы. Что в имени тебя моем? Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувший берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном доске оставит мертвый след, подобные узоры, надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Я всегда говорю, есть, как Александр Сергеевич, есть. Спасибо большое. Давайте я сначала поблагодарю своих ребят, и потом, если хотите, можем продолжить.
приглашаю Марину Румянцеву. Благодарственное письмо сделано будет прямо здесь, поэтому, извините, оно на ошибке. Выражаем глубокую признательность за активное участие в жизни проекта «Поэзии Якутии» в честь 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, приуроченный к Международному дню поэзии. Желаем вам складывать слова в прекрасную поэзию, чтобы сами строки уложились в текст, легкий, как весенний ветерок, вдохновение и муза пусть чаще посещает вас. Пожалуйста. Такие же Джулстан Иванов. Джулстан Иванов, можете подойти, пожалуйста. Такой же грамотой, как только зашли в группу, сразу активно начали участвовать. На самом деле этот проект мы придумали несколько дней всего назад, даже недели не прошло. Мы не успели даже подготовиться как надо. Спасибо. И Сергея Ли приглашаю. Спасибо, Сергей, что пришел. А также приглашаю Наталью Иванову. Спасибо, Наташа. Также приглашаю Эдуарда Корнилова. Давайте здесь. Подошли. И хочу Марии Викторовне Винокуровой подарить книгу Эдуарда Корнилова, потому что она очень много бегала ради этого проекта. Она единственная, кто отлучалась от работы и призы покупала, да? Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. И хочу поблагодарить за то, что подошла мою дорогую Любу. И можешь немножко рассказать о себе? Извини. Вот это тоже наша девушка. У нее свой проект интересный. Она сейчас... Здравствуйте всем. Меня зовут Любовь. Вот, я являюсь основателем этнического фестиваля «Этника Фест». Больше 2 лет мы уже проводим такие вот большие фестивали, где объединяем разные народности, показываем самобытность, вообще культуру в целом разных народов. Вот ближайший наш фестиваль будет 29 марта. То есть на фестивале у нас идет там концертная программа, где участвуют различные артисты разных народов. Например, у нас будут алтайцы, буряты, русские, саха и долганы. То есть такое некое объединение, которое очень хорошо сплочает людей и показывает, как многогранна и вообще очень прекрасна культура наша в целом. Вот, вы тоже можете подойти, приглашаю вас всех. И так как ваше сообщество пишет стихи, я так понимаю, да? Вы можете там, например, познакомиться с разными артистами, которые, например, нуждаются в каких-то текстах для своих песен. Вот. Поздравляю вас с этим днем. Вот. Спасибо.
тебе прослушать. Да. Ага. Спасибо большое. Микрофон может быть. Да, можно. Да, можно. Я, Наташа, ты вспомнил точно, мы же в Инстаграме, я же тебе часто заходил. Она там готовила. Спасибо тебе, я многому чему научился. Скрепать, ну там добавил свое, конечно, тоже. Я просто хотел прочитать, ну как бы я люблю вот такие смешные, ну, расписать стихи, ну как мне кажется. Первый день отпуска называется. Писали, да, первый день отпуска, утром вы просыпаетесь. Ах, первый день отпуска, даже чуть странно, не тянет с утра это дело обмыть. А где-то в далекие жаркие страны внимание к себе, ну и как же не быть? Внимание к Ямайка, там жарко и скупо, внимание к Египет, Таиланд и Вьетнам, и башня Парижа, внимание к Гайдука, и запах Европы не надобен нам. Меня не зовут ни Бали, ни Марокко, и говор олимпийский не тронет души, на устье замерзшей таежной лёгмой в тумане, качаясь, бредут миражи. Я жарю оладьи, мой брат по соседству, снега выметая, смеется в окно, и мы, вспоминая далекое детство, забыли, куда же девалось оно. Ах, первый день отпуска, как же так странно, а не тянет с утра это дело быть. И вспомни за рюмкой жалкие страны, куда нас назвали Борис попить. Как бы стараюсь вот такие, ну и бывает, что про любовь тоже пишу, да? Держа в ладонях листик золотой, о чем-то дорогом, скорбя, вздыхаем, присутствуя во времени с тобой, но друг о друге ничего не знаем. Ты говоришь, что счастья в жизни нет, что легче станет жить нам без любви, тогда зачем серебряный рассвет уста целуют жаркие твои? Тогда зачем в осеннем свете дня на радостью чужою обманулись? Тебя не зная, мимо проходя, я не окликнул, ты не оглянулась. Зимний мир седой, бездомный, тихо двери отворю, забрынкой пес бездомный лежит мерзлую зарю. Лес застыл в немой тревоге, ожидая крепких стуж, по дорогам словно боги бродят тени светлых душ. Ветер змейкой солоной заползает в дверь, двор метя, белый ангел за иконой спит, как малое дитя. Околдован лес под белым инием, где порой скрывая чудеса, опрокинув тучи темно-синие, распахнутся ночью небеса, запоют серебряными струнами ледяные веточки берез и тайгу над леною безлунную озарит огонь упавших звезд. Околдован лес под белым инием ожидает снежную зарю. Вот и я тоскую ночью синюю, о тебе негромко говорю. Спасибо за внимание. Спасибо. Может, еще кто-то хочет? Если никто не хочет, то Марина, прочитай. Не хочешь? Минус можно перекинуть? Да. И время действительно у нас заканчивается. Я прочту свое стихотворение, да, прочитали. Надо сохранить, потому что мне это. Вот. 8914. Марина, у тебя музыкальный номер есть, да? Да. Я вот сейчас. Ага, как раз я сейчас прочитаю. 270, 82, 96. Давайте, в прошлом году, в 2020 году мы выпустили вот этот сборник, да? И сначала прочту стихотворение участника СВО, который погиб в прошлом году. Расскажи мне о прекрасном, про желтеющий рассвет. Расскажи мне про закаты, про волшебный лунный свет. Как на небе звездный танец манит магии свои, как ветра с берез срывают листья. Ты мне расскажи, просто я давно не видел, как красивой может жизнь, отреченным облачившись
в рясу черную бродил. Расскажи мне, как расстаться с тем, что губит каждый день. Я хочу быть счастлив. Сложно верить, но поверь. Вот это стихотворение Василия Рожина. И первое можно? Первое еще раз. Первое отправьте мне в режиме. А, первое это другое, я правильно делала. Давайте я пока еще сюда найду. Книга на 2 языках вышла, потому что у нас есть ребята, которые пишут на 2 языках. Я сама тоже на 2 языках пишу, поэтому как группу открыли, как раз для нас очень актуально, потому что ребята, которые там сидят, мы у них учимся писать правильно по-русски. Или их также находить. Вот, нашла. Сначала якутский вариант, потом русский. Кимера улоғылыр, оғы жолын күстәрі, кимера ондан дамадыр, ұяғының күттері, кимеха да болылар. Он күстәр түйері, зорғы жонын күттір. Ие, ағады әрі, кимера олық көйері, үтіу күні демәрі, кимера олықтың күрі, солын бұғаты әрі, кимера тыдың бол жағын абылтайдағы даяқ керсі, саңа түрір, оғылатыр, салғын құт, әғілейі. Аналдың бәйін құлағын, жылағын олыстығын, әнірі бағарынағын, кем болын олырығын, олық деп, олысты ұстық, арық соқпар, арық ұстық, бүгін тойын, сарсын құлыт, өйін алтағыды. И перевод строчный. Кому-то жизнь благоволит, детей охапку, счастье дарит, кого-то вовсе обделит, судьба злодейка так играет, кому-то каждый раз везет, но там почти всегда аборт. А где-то дети очень ждут, вас мама, папа позовут. Там кто-то радуется жизни и каждый день в душе хранит, а кто-то сам, избегая смерти, обидой путь себе прервет. Кого-то трудный бой зовет, за каждый вздох, за каждый выдох, а кто-то после схваток плачет, и с каждым вздохом крепнет дух. Судьбу свою лишь ты творишь, и сам находишь половинку. Перевод, конечно, не очень, да? И только ты всегда решаешь, как проходить свою тропинку. Жизнь так сложна и многогранна, когда шофер, а иногда боец. Сегодня барин, раб лишь завтра, а послезавтра продавец. Спасибо за внимание. Сам приглашаю Марину Румянцеву. Я вот недавно... Давай я вручу, вот как раз перед твоей песней вручу вот это. Сегодняшним участникам свободного микрофона Ирен Дрозд и Валерию Дмитриеву вручаю. Да. Спасибо, что украсили наш вечер. И приглашаю великолепную Марину Румянцеву спеть свою песню. Я недавно увлеклась адаптированными переводами. Что такое адаптированные переводы, все знаете? Нет. Это когда берется любое стихотворение, любое произведение, переводится, допустим, песня, переводится на русский язык и потом рифмуется. И вот я сейчас начала потихонечку переводить песни. Это вот одна моя, самая первая моя песня. Исполнитель Red Movement, песня «Human». Называется по-русски «Человек». Увижу насквозь, никак я не покажу.
следующих встреч. Приходите на наши мероприятия. Общее фотографирование. Вон там.